Это Якутия, город Нерюнгри. Вернее, тот участок редко мерзлотной тайги, которому еще только предстоит стать городом через несколько лет. Только что с ближайшей станции Беркатит за 60 километров пришел очередной автобус. Вот так, автобусами, поездами, самолетами приезжают на важнейшие стройки страны молодые добровольцы. Их много, очень много. Лишь по комсомольским путевкам за последние 5 лет их прибыло больше 500 000. Железнодорожные магистрали, нефтепроводы, целые промышленные комплексы и десятки молодых городов созданы руками вот таких ребят. Не только морозом, жарой и таежным гнусом, но и иными непредвиденными трудностями проверяется их гражданская зрелость. За профессией, за жизненным опытом, за любовью, за счастьем едут сюда те, кому чуть больше или чуть меньше 20. Дорогие друзья, поздравляю вас с прибытием на всесоюзную ударную комсомольскую стройку, строящийся угольный разрез и город Нерюнгри. Руководство стройки и штаб ЦК «Волоксем» выражает твердую уверенность, что вы будете хозяевами строящегося города, что вы построите город, который будете любить. Еще раз поздравляю вас. Этих ребят мы не выбирали. Кто приехал, те и попали в кадр. И, пожалуй, каждый из них достоин стать героем фильма. А эти ребята уезжают из того же Нерюнгри в тот же день, тем же автобусом, что привез добровольцев. Год назад их тоже встречали с музыкой. Однако этот участок тайги станет городом Нерюнгри уже без них. Успехи новостроек велики и общеизвестны. Но стремительный рост молодых городов выдвигает и свои непрожитых челнов. Они рвутся в недостроенный Нерюнгри и холодный Надым. Странные трусы, правда? Теперь у нас есть возможность восславить молодых энтузиастов, которые с трудной стройки рвутся на еще более трудные. Но наши восторги тут же упрутся в экономику. Текучесть обходится стройкам в миллионы рублей. Многие руководители говорили нам, что мечтают о рабочем устойчивом энтузиасте именно данной стройки. Чтобы он горел, а не тлел. И ручаюсь, через месяц он будет уже уметь, много уметь и будет делать. Понимаете? Конечно, энтузиаст на стройке это всегда желанная личность. Но то есть именно предпочли бы человек, который приехал сюда устраивать свою жизнь? Да, я не это. Тот, который умеет и приехал только устраивать свою жизнь, он мне не нужен. Казалось бы, понять таких руководителей можно. Им нужны профессии. Каменщики, бетонщики, маляры. А приходят люди. Молодой отец, спортсмен-разрядник, правдоискатель, студентка-заочница. Некоторые руководители избавляются от лишних хлопот, но одновременно избавляются и от рабочих. Ибо личные проблемы уходят только вместе с людьми. Витя и Галя приехали из Воронежа. Он строитель, она водитель троллейбуса. Семейные вечера выглядели вот так. Жилье в молодых городах строят быстро, но рассчитывают в основном на холостяков. Уехать со стройки, но уезжать Витя не хотел. Он не был романтиком, никогда не пел знаменитую бригантину и не верил в могущество географии. Он знал, что, перемещаясь в пространстве, человек увозит с собой и свои заботы.
Это снова Нерюнгри. Помните этих ребят? Мы их видели на митинге в начале фильма. Теперь они вместе с товарищами заканчивают первый в городе многоэтажный дом. А вот и их костер. Это не романтический символ, просто мороз за 30. Пройдет год или два, город встанет на ноги, получит тепло, и этот костер погаснет. Будем надеяться, что на его месте загорится другой, столь же необходимый человеку. На молодежные стройки страны приезжают тысячи новичков. Останутся они или присоединятся к так называемым трусам и рвачам, будет зависеть не столько от погодных условий тарифной сетки, сколько от того, найдется ли каждому из этих ребят, непременно каждому, помимо прочего, что нужно живому человеку, еще и место у костра по четвергам. Мы придумали город, там сушатся старые сети, и причал, и базар одинаково, рыбы, дрова. Мы придумали город, в котором новые дети, и развешаны компасы вместо часов на столбах. Мы придумали город, в котором суровые дети, и развешаны компасы вместо часов на столбах. Мы придумали честность, такую, что дай Бог любому. Если с кем-то беда, ты попробуй спрятать глаза. Если крик за окном, ты попробуй не выйти из дома. Если что-то не то, да попробуй гасить паруса. Если крик за окном, ты попробуй не выйти из дома. Если что-то не то, да попробуй гасить паруса.